Добрый день, наши уважаемые подписчики. Мы сегодня в нашем проекте «Ассамблея», Акмола ассамблеясындағы 30 жылға рады приветствовать Ерхан Ибрагимовича. Добрый день, Ерхан Ибрагимович. Ерхан Ибрагимович, я хотел задать несколько вопросов вам. Первый вопрос будет звучать так. Как вы пришли в ассамблею и на сегодняшний день вы являетесь председателем Чечено-Ингушского общества «Война»? И сколько вы этим обществом руководите? Чечено-Ингушский этнокультурный центр, Ингушский этнокультурный центр был зарегистрирован в городе Кокчетаев, в Кокчетавском горосполкоме еще в 1989 году. Тогда он назывался НИСХО. И с тех пор он функционирует, наш центр функционирует постоянно. Были разные. Вот. И с самого начала мы активно участвовали в развитии культуры, ингушской культуры. И, в общем, было так. После обретения независимости эта работа стала, более, наверное, актуальной. И вот тогда мы тоже включились всеми силами. Нужно было именно заниматься вопросами мира и согласия. Вы помните, обстановка была сложная вокруг, было сложно, было немножко такое напряжение и в Казахстане. Но благодаря все-таки, наверное, помните, был первый форум народов Казахстана, благодаря вот тому, что была учреждена дальше ассамблея, то есть государство, наше государство очень внимательно относилось к вопросам мира и согласия. И мы посильно оказывали в этом помощь, принимали активное участие в этом. Я думаю, что, то есть я рад тому, что частичка нашего труда вот в нашем общем на сегодня состоянии, да, мир, согласие у нас, который так, есть наше. Поэтому мы работали не зря, так скажем. Мы не занимались культурой, традициями чеченцев, ингушей в отрыве от нашего Казахстана. То есть вся наша работа всегда была направлена на то, чтобы, во-первых, наши люди успешно интегрировались в казахстанское общество. Спасибо. Так, я хотел, следующий вопрос будет такой, Ерхан Ибрагимович. Какие главные цели и задачи на сегодня ставит ваше объединение в деле сохранения общенационального единства и общественного согласия? Знаете, я вот хочу сказать, я тогда, когда вот мы работали, да, и сегодня, тогда я, например, еще не знал слова медиация. Потом она стала модным там туда, но медиативными мероприятиями мы занимались с самого начала. То есть молодежь всегда же у нас немножко беспокойная, да? И вот урегулирование конфликтов молодежи там, то все мы занимались постоянно, еще не зная слова медиация. Сегодня нас этому обучают, там, мы постоянно проходим тренинги и так далее, семинары. Тогда не знаю, мне кажется, даже те люди, которые сегодня меня обучают, не имеют такого бэкграунда, таких кейсов, какие имею я на сегодняшний день. Поэтому цель у нас у всех одна. Это мир и согласие в нашем обществе. Это гармоничные отношения всех этносов. Это сгруппироваться, мы говорим, вокруг обычаев, традиций, все Казахстана, казахского народа прежде всего. Дальше мы придаем, наша культура, общество становится богаче от того, что здесь есть чеченцы, ингуши, чуваши, татары и так далее. Главное, чтобы это превращалось в силу. И это на сегодняшний день это наша сила. Самое главное, чтобы это не было там предметом, знаете, разделения. Все. И все другие общества тоже. Их деятельность тоже направлена на это. И результат есть. Результат сегодня мы с вами в мире согласия прожили столько времени, когда вокруг нас все воевали, бушевали и так далее. Нас сегодня пытаются раскачать. Но, однако, я думаю, что мы имеем иммунитет. Ерхан Ибрагимович, спасибо,
что вы нашли время в вашем плотном графике общественной деятельности. И приятно было с вами побеседовать. Спасибо вам. Рахмет. Сау болыңыз.